Центральная Азия предпринимает экстренные меры по недопущению нового китайского коронавируса в регион. В аэропортах и на границах установлены тепловизоры. Власти проводят разъяснительную кампанию. Врачи по всему миру ищут вакцину. Насколько опасен вирус и как его побороть? Ежедневно мы проводим термометрию наблюдения за тем лицам, которые прибывают в целом из Китая, из всех стран, где зарегистрированы. И на границе Казахстана более 14 тысяч лиц сегодня прошли термометрию. Таджикистанские власти могут выключить все камеры видеонаблюдения на избирательных участках, а также запретить приходить голосовать с мобильными телефонами. Объясняется это заботой о личной жизни граждан. В любом обществе авторитарном, когда власти хотят скрыть что-то от населения, они будут настаивать на том, чтобы это не было прозрачно. В Кыргызстане журналист неожиданно стал фигурантом уголовного дела. Почему в стране в последнее время все больше работников СМИ оказываются под угрозой? Это направлено, мне кажется, не только на конкретных журналистов, а на все медиасообщество. Молчите, старайтесь выбирать слова. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Из-за вспышки нового вида коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения проведет сегодня в Женеве экстренное заседание. ВОЗ уже присвоил новому вирусу официальное обозначение 2019 nCoV. На сегодняшний день помимо Китая вирус зафиксирован в Южной Корее, Японии, Таиланде, Тайване, Вьетнаме, Сингапуре и США. Отмечается, что основными распространителями вируса стали люди, выехавшие из Китая. С начала этого года там зафиксировано 452 случая заболевания, 9 из которых закончились летальным исходом. Тем временем власти стран Центральной Азии начали предпринимать профилактические меры. 3 из 5 стран региона непосредственно граничат с Китаем, и практически все 5 имеют прямое воздушное сообщение с китайскими городами. Минздрав Таджикистана сегодня обратился в МИД и Комитет по развитию туризма с просьбой временно ограничить деловые и туристические поездки таджикистанцев в Китай. Мы направили официальные письма Министерству иностранных дел и Государственному комитету по развитию туризма Таджикистана с просьбой ограничить выезд наших граждан в Китай. Мы также просим жителей Таджикистана воздержаться от поездок в Поднебесную до стабилизации ситуации с опасным вирусом. На пограничных переходах существуют санитарно-карантинные посты. В случаях вспышки какого-нибудь вируса, как правило, контроль ужесточается, и посты переходят на круглосуточный режим работы. В Узбекистане тоже организованы проверки прибывающих из Китая граждан. Людей проверяют с помощью тепловизоров. Минздрав страны объявил о готовности лечебно-профилактических учреждений для госпитализации больных с подозрением на пневмонию и грипп. Создан резерв лекарств и дезинфекционных средств. В Кыргызстане помимо аэропортов проверку прибывающих тепловизорами организовали на пунктах пропуска на границе с Китаем. В Минздраве заявили, что ситуация находится под контролем. Начата информационная работа с населением. Между тем, Всемирная организация здравоохранения передала казахстанским лабораториям расшифрованную структуру нового китайского коронавируса. Главный санитарный врач Казахстана заявил, что это позволит специалистам быстро производить диагностику при нахождении больных с симптомами коронавируса и оперативно его подтверждать. В аэропортах Казахстана используют тепловизор для выявления китайского коронавируса. С помощью ручного прибора можно выявить, повышена ли температура у человека. А в течение месяца казахстанские медики обещают разработать еще и экспресс-тест. С его помощью можно будет обнаружить инфекцию. Какие еще меры предпринимают казахстанские эпидемиологи, расскажет Шалпана Разбекова. Во всех аэропортах Казахстана людей встречают эпидемиологи, особенно тех, кто прилетел из Китая. К таким же мерам прибегли и на железнодорожных вокзалах. С помощью вот таких устройств, тепловизоров, сканируют всех прибывших в зону прилета. Если прибор показывает температуру человека выше нормы, его ведут в изолятор для дальнейшего осмотра. Таким же способом проверяют и на границах. Там установлены стационарные тепловизоры. И пока, как нам рассказали в Департаменте общественного здоровья Алматы, ни у одного туриста китайский вирус не обнаружен. Ежедневно мы проводим термометрию наблюдения за тем лицам, которые прибывают в целом из Китая, из всех стран, где зарегистрированы. И на границе Казахстана более 14 тысяч лиц сегодня прошли термометрию, то есть обследованы, никаких признаков или больных, или пассажиров с признаками ОРВИ или других вирусных инфекций не выявлено.
По словам Молдогасимова, их ведомство также просит воздержаться казахстанцев от поездок в китайские провинции, хотя бы до тех пор, пока не будет разработана вакцина против этого вируса. А вот когда она будет создана, пока неизвестно. Коронавирус по симптомам очень схож с пневмонией и простудными заболеваниями. Именно в этом и заключается вся сложность изучения этого заболевания. Насколько разрабатывают, я не знаю, у меня таких сведений нет. Ни одна страна еще не взялась за разработку вакцины. Думают о том, чтобы разработать, потому что только штамм определили. Но я думаю, последующий шаг это будет разработка вакцины. На самом деле на сегодняшний день никакой вакцинации от данного вида вируса нет. До вакцины эпидемиологи обещают в самое ближайшее время разработать тест-полоски, которые будут выявлять самые первые признаки вируса. Планируется, что они будут доступны уже через месяц. Несмотря на то, что власти стран Центральной Азии усилили меры защиты, полностью обезопасить жителей региона от возможности заражения новым коронавирусом нет. Возможности, уверены эксперты Госсанэпиднадзора Кыргызстана. На данном этапе важно проводить не только тщательный осмотр всех больных, но и попутно вести широкую информационную кампанию. Оградить 100% мы не сможем, потому что на сегодняшний день у нас миграция очень развита. Очень развиты переезды. Поэтому единственный, наверное, путь – это освещать людей о первых признаках болезни. Когда у человека появляется температура высокая или лихорадка и затрудненное дыхание. Вот человек должен обязательно обратиться и говорить своему врачу, что или он побывал, или его родственники побывали в Китае. Неизученность нового коронавируса и схожесть его симптомов с другими острыми респираторными вирусными инфекциями сильно осложняет ситуацию. Сотрудники эпидемиологической службы Кыргызстана сегодня работают совместно с бортпроводниками. Если в ходе полета экипаж замечает недомогание пассажира, то вся информация передается специалистам. Во всех учреждениях здравоохранения проводятся тщательные опросы граждан с симптомами ОРВИ. Самих граждан также просят проявлять бдительность. На данный момент к этому коронавирусу у нас нет, так сказать, вакцины. Почему мы такое внимание обращаем? Потому что с момента заболевания люди резко болеют, у них появляется пневмония. Пневмония, это вы сами знаете, если своевременно не лечить, то он может дать разные осложнения. Отличить от других вирусных инфекций данный коронавирус невозможно первоначально. К этому помогает нам проведение или опрос эпидрасследования. Так насколько опасен новый коронавирус? Об этом расскажет Сайхан Цинцаев. Еще вчера власти Китая заявляли, что передача вируса от человека к человеку маловероятна. Но после роста числа инфицированных пересмотрели свою позицию. Передача вирусов от человека к человеку подтверждена в 2 местах. Одна в Гуандуне и еще одна в Ухане. Еще один случай – заражение медицинских работников. Около 14 медиков, ухаживавших за заболевшими коронавирусом, заразились. Распространение вируса в городе Ухань на ранней стадии, говорят в китайском центре по контролю и профилактике заболеваний. Там считают, что больше 100 случаев инфицирования не так много по сравнению с численностью населения города. В Ухане живут более 10 миллионов человек. Однако мы должны быть в состоянии повышенной готовности. Распространение болезни можно полностью остановить, если принять меры. В университете Гонконга считают, что ситуация намного серьезнее, чем говорят власти материкового Китая. Результаты исследований ученых показали, что новый коронавирус уже разошелся в 20 других городах страны. Наиболее вероятное число заболевших находится где-то в районе 1300 и плюс. А если взять среднее число, это примерно чуть менее 1700 человек. Ранее и британские инфекционисты заявляли, что число зараженных может быть около 1700. Вирус 2019 NCOV выявили в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Агентство Bloomberg и телеканал BBC пишут, что люди могли заразиться на местном рынке, где продают морепродукты, мясо и живых диких животных. Они, по одной из версий, могли передать человеку патоген, то есть микроорганизм, вызывающий болезнь. Вот что говорят жители Ухани. Я немного взволнован, потому что в этом году все возвращаются в свои родные города на китайский Новый год. В Ухане много людей, одетых во все эти маски. Это делает жизнь немного неудобной. Местные жители на самом деле продолжают выходить и гулять, ходить в клубы по ночам. Все очень нормально, все просто в масках, не более того.
Распространение уханьского вируса в Китае напоминает вспышку другого коронавируса в этой стране – SARS-CoV или атипичной пневмонии. В 2002-2003 годах от этой инфекции погибли около 800 человек. Сейчас Пекин говорит, что готов работать вместе с другими странами для борьбы с вирусом. Между тем, в аэропортах США, Австралии, Японии и других странах усилили меры безопасности. Мы проводим температурный мониторинг пассажиров из эндемических стран, таких как Саудовская Аравия и стран Европы. Мы продолжаем следить за их температурой. Пассажиров, прилетающих из Китая, начали проверять и в аэропортах России. В Москве, Новосибирске, Иркутске, Томске, Казани и других городах. Роспотребнадзор рекомендует жителям страны соблюдать меры безопасности в Китае и на время отказаться от поезда в город Ухань. Сегодня же бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с распространением уханьского вируса серьезная. Это повторение 2002 года, когда у нас был SARS – тяжелый острый респираторный синдром. Это ближневосточный коронавирус. Между тем, в Минздраве России сообщили, что разработают вакцину против китайского вируса. Завтра на экстренное заседание соберется комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения, чтобы оценить, может ли новый тип вируса представлять собой глобальную угрозу. Сайхан Цинцаев, «Настоящее время». А тем временем в центральном регионе Узбекистана из-за сильных холодов вспыхнула эпидемия гриппа. Резкий рост заболеваний ОРВИ наблюдается в столице страны и в Ташкентской области. За последнюю неделю чаще всего за медицинской помощью в больнице обращаются родители заболевших детей. В медучреждениях региона ощущается острая нехватка больничных койко-мест. В узбекскую службу «Радио Свобода» Озодлик жители Узбекистана отправили фото и видео, как в отделении местных больниц детей размещают прямо в коридорах. Одна из собеседниц Озодлика рассказала, что ее ребенка с высокой температурой из-за нехватки мест положили на кушетку в коридоре. Некоторые родители устроили скандал у руководства больницы, жаловались главврачу, но это не дало никакого результата. Граждане сетуют, что власти тратят миллионы долларов на то, чтобы превратить Туйтипинский район в административный центр Ташкентской области, в то время как больные дети из всей области вынуждены лежать в коридоре лечебницы. Узбекская служба «Радио Свобода» Узодлик обратилась за комментарием к руководству детского отделения Центральной больницы Ташкентского района. Там подтвердили сложившуюся ситуацию и связали ее с внезапными холодами. В эти дни в области снова похолодало, эпидемия гриппа усилилась. В нашем отделении есть 10 коек, но сейчас ежедневно к нам поступает около 100 маленьких пациентов. Многих привозят с судорогами. Мы не имеем права не принимать больных детей, поступивших к нам с высокой температурой, потому что будем нести ответственность, если дома с ними случится что-то плохое. Мы вынуждены оставить их в больнице, но у нас не хватает мест. Нам приходится помещать больных детей и в другие отделения, где имеются свободные места. Кроме того, больные дети лежат в кабинете заведующего отделения и ординаторской, поэтому мы вынуждены устраивать остальных детей в коридоре. Проблему нехватки больничных койко-мест в детских медучреждениях прокомментировали радио «Озодлик» в столичном управлении здравоохранения. Чиновник на условиях анонимности рассказал, что несмотря на рост населения в столице, с советских времен не построена ни одна больница. Выборы в Таджикистане, по всей видимости, пройдут без видеонаблюдения. Также не исключено, что избирателям запретят приходить на голосование даже с мобильными телефонами. Центр избирком Таджикистана не заинтересован в установке камер наблюдения, фото и видеосъемки на избирательных участках. Якобы это может нарушить тайну голосования. В ЦИК говорят, что вопрос еще изучается, и решение по камерам еще окончательно не принято. Анаширон Арипов продолжит. У видеонаблюдения за процессом голосования есть не только положительная сторона, говорят в комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, но и отрицательная. Конечно, в случае использования камер за выборами дистанционно сможет наблюдать каждый, что гарантирует максимальную прозрачность. Но вреда может быть немало, уверены чиновники. Системы видеонаблюдения – это нарушение тайны голосования. В ЦИК думают запретить даже смартфоны на участках, чтобы не нарушить права граждан. Изучаем этот вопрос и примем решение, что делать. Может быть, вообще запретим любую съемку, так как на камеру может попасть любой гражданин, а это уже нарушение тайны голосования.
Некоторые кандидаты в депутаты говорят, что членам избирательной комиссии виднее. ЦИК для того и нужен, чтобы обеспечить максимально комфортный избирательный процесс. Правда, камеры могли бы помочь тем кандидатам, у которых нет возможности назначить наблюдателей на все участки. У депутата не может быть возможности поставить своего наблюдателя на каждом предвыборном участке. Ведь в каждом районе может быть до сотни участков. Невозможно найти даже по одному человеку, который сможет весь день наблюдать. То же самое можно сказать и про процедуру подсчета голосов. Где найти столько людей? Кандидаты от условно-оппозиционных партий настаивать на установке камер не будут. По их словам, выборы в стране всегда проходили прозрачно, и вопрос использования видеонаблюдения должны решать в ЦИК. До сегодняшнего дня нашей партии ни на одних выборах не было зарегистрировано никаких нарушений процесса голосования. Мы уверены, что будущие выборы пройдут на самом высоком уровне. Об этом в своем выступлении говорил президент Республики Таджикистан. Тайна голосования должна соблюдаться исключительно в закрытых кабинах, а вот работа участков и комиссий по выборам, подсчет голосов и вскрытие урн должны проходить под наблюдением, считает медиаэксперт Абдумалик Кадыров. Эта практика показала свою эффективность в других странах. Решение о запрете видеосъемки, если оно будет принято, говорит исключительно о том, что власти постараются скрыть многочисленные нарушения от собственного народа, уверен он. Но в любом обществе авторитарном, когда власти хотят скрыть что-то от населения, они будут настаивать на том, чтобы это не было прозрачно, они будут придумывать разного рода отмазки для того, чтобы люди не имели возможности наблюдать. С видеонаблюдением или без него власти все равно смогут подтасовать результаты, уверена правозащитник Ойнихол Бобоназарова. Видимо, ЦИК просто хочет избежать лишних расходов. Они разрешат или не разрешат, она на итог этих выборов не будет влиять. Ну, потому что если столько лет ни один выбор не считался в Таджикистане справедливый и демократичный, я не думаю, что это будет исключение. Даже если в комиссии захотят установить на всех участках камеры видеонаблюдения, к ближайшим выборам в парламент ничего сделать не успеют, говорят в ЦИК. В случае, если примут решение о запрете видеонаблюдения, отключат уже работающие камеры в школах и госучреждениях, где будут развернуты избирательные участки. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Смотрите далее в нашей программе. В Кыргызстане журналист неожиданно стал фигурантом уголовного дела. Почему в стране в последнее время все больше работников СМИ оказываются под угрозой? Это направлено, мне кажется, не только на конкретных журналистов, на все медиасообщество. Молчите, старайтесь выбирать слова. Мы продолжаем нашу программу. Власти Узбекистана обновили список запрещенной в стране литературы. Комитет по делам религии республики утвердил новый реестр около месяца назад и распространил его строго среди компетентных структур. Этот документ помечен под грифом «для служебного пользования». Тем не менее, копия реестра оказалась в распоряжении редакции узбекской службы «Радио Свобода» Озодлик. Документ состоит из более чем 40 страниц. Основная часть материалов, которые внесены в этот список, это проповеди, книги, сайты, страницы в социальных сетях, принадлежащие организациям, представителям группировок и отдельным проповедникам. Все они признаны в Узбекистане и ряде других стран религиозными экстремистами, радикалами и террористами. Помимо экстремистского контента в черном списке оказались произведения писателей-диссидентов, а также книги и проповеди известных узбекистанских богословов, которые покинули родину из-за репрессий и ныне живут в Европе. О том, что в Узбекистане приняли список запрещенной литературы, корреспондентам радио Озодлик официально подтвердили в Комитете по делам религий. Там заявили, что он направлен в МВД. Позвали на допрос, оказался в изоляторе в Кыргызстане. Журналист стал фигурантом уголовного дела. Известно, что редактор издания «Ачындык» сначала был задержан, а затем выпущен из ИВС под домашний арест. Подробности дела он не может рассказать из-за тайны следствия, но с обвинениями не согласен. Коллеги журналиста происходящее связывают с его профессиональной деятельностью и считают это давлением на СМИ. Дарья Тимофеева разбиралась.
Почетным приглашением, шутя, Турсунбек Бейшенбеков назвал вторую повестку в военную прокуратуру. Спустя несколько часов после публикации повестки в интернете станет известно. Допрос редактора новостного сайта «Чындык» закончился задержанием. Личную страницу журналиста заполнили посты в его защиту. Писали, что дома ждут жена и 3 маленьких детей. Под натиском общественности, или, как сообщили несколько изданий, по просьбе одного из политиков, Турсунбека ночью отпустили под домашний арест. Я заключен на 2 месяца под домашний арест. Не могу рассказать подробности из-за тайны следствия. Если все будет в рамках закона, то я буду оправдан. Я не согласен с обвинениями, которые мне выдвигают. Издание 24KG со ссылкой на собственные источники рассказало возможную причину задержания Бейшенбекова. Якобы он опубликовал секретные данные, а именно объяснительную вице-премьер-министра Разакова о причастности к таджикским спецслужбам. Бейшенбеков получил этот документ, по данным издания, от бывшего замглавы МВД Курсана Асанова. Его обвиняют в злоупотреблении должностным положением. Запутанное дело вызывает много вопросов у коллег журналиста и активистов. Даже если Курсан Асанов предоставлял такую информацию, то при чем тут журналист? Разве журналист обязан изучать, секретная ли информация или нет? Третий вопрос. Будут ли задерживать читателей газеты «Чындык» за то, что прочитали секретную информацию? Турсунбек был одним из первых, кто стал писать о Матраимове. Раньше больших СМИ. Стойкий, независимый. Очень жаль, что всех имеющих независимое мнение сейчас закатывают в стиле 37-го. Какая-то государственная кампания по запугиванию журналистов, чтобы приучились уже не публиковать ничего такого. За последние полгода в Кыргызстане произошел целый ряд негативных событий вокруг журналистов. Арестован офис телеканала «Апрель». Влиятельная в стране семья Матраимовых судится с 3 СМИ и требует почти $1 миллион компенсации. Избит редактор независимого издания «Факт-чек». Рассматривать все это как частные случаи медиаэксперт Гульнара Таралиева не склонна. Уверена, это массированная атака на свободу слова и независимые средства массовой информации. Раньше были нападки в основном на гражданских активистов, НПО и политиков. А так как все это поле расчистилось уже достаточно быстро, а остались только вы, поэтому СМИ, они и будут оставаться сегодня таким главной красной тряпкой, на которую будет направлена госмашина, в том числе и государственные СМИ. Схожий сценарий разворачивался практически перед всеми выборами в стране, разве что методы становятся все жестче. К судебным разбирательствам вокруг СМИ добавляются аресты и нападения на журналистов. Мы уже видим некоторые свидетельства, что некоторые редакции уже выбирают более осторожный тон, и чем дальше, тем больше будут самоцензуры. Никто не хочет ходить, например, по судам с многомиллионными исками, и уж тем более сидеть даже одни сутки в ВВС. Поэтому это направлено, мне кажется, не только на конкретных журналистов, а на все медиасообщество. Молчите, старайтесь выбирать слова. Все это время власти и правоохранительные органы практически не публикуют реакции на расследования журналистов и нарушение их прав. Следующим шагом станет отток работников масс-медиа в другие государства, считает Тимур Шайхудинов. При этом эксперты отмечают и иные последствия давления на СМИ. Опыт прежнего руководства страны показывает, что посягательства на свободу слова становились одной из причин социальных взрывов и революций в Кыргызстане. Дарья Тимофеева, Азат Антымаков. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. В четверг в Иерусалиме пройдет форум памяти жертв Холокоста. Это мероприятие приурочено к 75-летию освобождения лагеря смерти в Освенциме. В форуме примут участие делегации из 60 стран, в том числе президенты Украины и России. В настоящее время покажет мероприятие в прямом эфире с переводом на русский язык. Смотрите наш спецэфир 23 января в 17:15 по Бишкеку и Нур-Султану, в 16:15 по Душанбе, 13:15 по Киеву и в 14:15 по Москве. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. До встречи.